Здесь закалялась сталь. В Северной Осетии стартовало открытое первенство по пауэрлифтингу. В жиме штанги лежа соревнуются около 3 десятков парней и девушек до 23 лет. Конечно, на данный момент, и судя по их возрасту, это же чемпионат среди юношей. Подготовлены все замечательно, я вам сказал. Уровень высокий, и соревнования приходят на большом и серьезном уровне. У этого вида спорта есть серьезные перспективы, которые с каждым годом все лучше и сильнее прогрессируют. На поднятие снаряда у каждого по 3 попытки. Спортсмен сам выбирает для себя вес штанги. Для победы нужно набрать максимальный результат. Никакого допинга и стероидов, только сон, здоровое питание и тренировки. Впрочем, в пауэрлифтинге, в отличие от бодибилдинга, важны силовые показатели, а не красота тела. Очень важную роль в подготовке спортсмена имеет именно питание и сон. То есть не только тренировками выстроен наш спорт, но и питанием, и хорошим отдыхом. Классический пауэрлифтинг – это тяга, приседания и жим штанги лежа. И все без экипировки, только трико и бинты. Но вместе с нагрузкой физической силачи испытывают и психологическое напряжение. В самый важный момент может произойти осечка, и вес не будет взят. Когда подружки отправляются по бутикам, Валерия появляется среди спортивных снарядов. Легкая разминка, и вот она, принцесса пауэрлифтинга в действии. И пусть взрослые парни пока не признают ее силу, среди ребят помладше она уже стала настоящей звездой. Мне посоветовали сюда в этот вид спорта зайти, чтобы выигрывать что-нибудь. Раньше я занималась футболом, но потом я занимаюсь очень мало. 3 месяца, готовилась 2 недели к этому соревнованию. Победители этих соревнований отправятся на чемпионат России. Уже там они будут бороться за место в национальной сборной, чтобы затем попасть на Олимпиаду. Именно поэтому атлеты приложили максимум усилий, установили несколько личных рекордов. Всем победителям вручили кубки и медали. Земфира Лолаева, Артем Балатаев, Евгений Маркин, Осетия ТВ.